Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, в чем особенность этой выставки? Вот уже в 24-й раз пройдет это мероприятие. И, как завелось в последние года, это мероприятие пройдет в самом сердце Москвы. Это в Гостином дворе. Татарское книжное издательство принимает участие уже не в первый раз. И в том числе принимает участие по многочисленным просьбам любителей татарской литературы. Надо сказать, их очень много в Москве. Как и гостей столицы, так и самих жителей Москвы. Наш стенд посещает огромное количество читателей, что нас очень радует. И мы со своей стороны, конечно же, очень трепетно относимся к подбору ассортимента, изучаем спрос и, конечно же, привозим последние новинки, которые уже сейчас пользуются спросом. Порядка 300 номинований будет на нашем стенде. Это разнообразная литература, это и проза, и поэзия, и художественная, и историческая литература, конечно же, будет и детская литература. Вот хотелось бы из исторической остановиться литературы, продемонстрировать будет представлена книга Равиля Ибрагимова «Тайны золотого запаса России» или «История казанского колчаковского золота». В общем-то, название говорит само за себя. Да. Заинтриговало. Да, эта книга полностью опубликована с последними интересными фактами касаемо этой темы. И это не единственная книга историческая, будет это еще как представлена. расследование. Это как исследование этой темы, и это одна из исторических изданий. Затем у нас очень часто пользуются спросом самоучители татарского языка, словари. И специально для таких читателей они смогут увидеть на нашем стенде сразу трехязычный самоучитель на татарском, русском и английском языках, который с легкостью позволит изучить татарское и, самое главное, самостоятельно. Будет ли уделено внимание и современным нашим авторам? Это, например, вот книга Фарита Яхина «Кошка Розалар». Там в эту книгу вошли его произведения такие на жизненную, на романтичную тему и где-то с философией определенной. А затем, к примеру, будет книга Галимджана Гильманова. Это продолжение его романа «Албастелар», уже «Албастелар 2». Детские издания будут представлены тоже в широком ассортименте, как я уже сказала. Это будут и книги различных форм, в форме вырубки, да, различные, которые принимают формы. Здесь вот сразу же в руки хочется взять, потому что что же это означает, уже прочитать, да. Затем для самых маленьких малышей будут такие издания представлены, благодаря которым дети смогут, например, воспользоваться наклейками, да, решить различные ребусы и провести время за этой книгой очень увлекательно. Развивашка такая. Ну и полезно, причем она учит же правилам дорожного движения. Да, и, конечно же, будет очень много книг, посвященных татарскому творчеству, татарской кулинарии, например, песенник будет татар жерлары. Ассортимент огромный, здесь очень маленькая часть. И надо сказать, что по ценам я бы хотела отдельно остановиться. Цены будут издательские, то есть самые такие приемлемые на любой кошелек, да. Вот, например, вот такая книга кулинарная, это же, обратите внимание, это же целый альбом, это такое большое издание с точки зрения публикации, там очень много именно опубликовано рецептов в формате подробных фотографий. Вот такой альбом будет стоить всего лишь 500 рублей. Да, так что в преддверии Нового года, я думаю, что здесь каждый найдет себе какое-то такое интересное издание. В общем-то, добро пожаловать. Ну что, ждем появления Татарстана и татарского книжного издательства. Многие ждут этого события. Да, и хотелось бы добавить, что помимо книг здесь, конечно же, будет очень много мероприятий, встречи с известными поэтами, писателями. Здесь можно будет научиться вкусно готовить, узнать о здоровом образе жизни, посмотреть кино, будут различные флешмобы проходить. В общем-то, более 300 мероприятий на одной площадке, поэтому добро пожаловать в Москву и будем рады встрече. Как всегда, Казань, Татарстан радушно готовы принимать всех посетителей. Очень радушно. Да. Огромное вам спасибо.